Ирина, ты мне на бумаге. Видеоланне de поддипуктана уджиортиас, выданас пощачола малам, и держ чай там и таймя надишламас луас кчасна кола на миан лабуданле. Уважаемые коллеги, я приветствую всех на первом в этом учебном году заседании Республиканского методического объединения педагогов, реализующих программы этнокультурного дошкольного образования. В общем-то, конечно, очень важным этот был год для всех, кто участвует в нашем общем процессе. И я благодарю всех энтузиастов своего дела, активных педагогов, которые подключались к нашим творческим проектам, которые были посвящены 25-летию лаборатории национальных проблем дошкольного образования. К сожалению, существующая ситуация с пандемией не позволила нам с вами встретиться, хотя изначально в положении всех наших проектов было указано, что подведение итогов будет проведено в очном режиме, что вы сможете посмотреть работы друг друга. Но несмотря на это, итоги подведены, дипломы ждут своих победителей, ну а все участники получат сертификаты. И вот первый такой вот очень интересный у нас проект был, это Республиканский фестиваль детского творчества «Шуда челядыр, коми черни пыр». Счастливое детство с коми-языком. Это уже у нас был второй фестиваль. Каждые 2 года мы решили этот фестиваль проводить. И, конечно, радует, что количество участников с каждым разом увеличивается. Но самое важное – это то, что улучшается качество представленных работ, и то, что подключаются педагоги, которые ранее в наших проектах не участвовали. В общем-то, не будем особо останавливаться на особенностях этого фестиваля. Вот я хотела прокрутить, но не могу Максим, прокрутить эту страницу. Как его надо мне? Листать. Почему? У меня документ там же. В общем-то, в социальной сети ВКонтакте мы уже продемонстрировали результаты этого фестиваля. Вы уже знаете, кто является победителем в разных номинациях. И, в общем-то, будут подготовлены дипломы и сертификаты, которые в электронном виде, в общем, будут разосланы каждому участнику. И победители также получат, скажем так, подарки. Вот это, я думаю, что тоже очень важно. Конечно, когда это мы сможем распространить, это уже дело времени. Но я думаю, что у нас очень много в этом году было творческих проектов, и, может быть, даже некоторые детские сады получат, скажем так, не один только лишь диплом, не один сертификат и не один подарок. И это очень важно, потому что, я думаю, это все повышает мотивацию для работы в дальнейшем. Я хотела пролистать документ, а он не листается, чтобы показать победителей по номинациям. А как вот? Ага. Итак, вот этот фестиваль у нас проводился в разных номинациях. Самое большое количество участников было в номинации «Литературное творчество». И, в общем-то, радует то, что дети с младшего возраста читают стихи на коми-языке, с удовольствием демонстрируют свои таланты.
На будущее хотелось бы сказать, что когда вы представляете свои работы на фестивале или на конкурсы, обязательно указывали авторов этих художественных произведений, потому что по многим работам нам самим пришлось выискивать уже авторов стихотворений, композиторов, которые писали музыку к песням. В общем-то, на будущее, конечно, надо вот это учесть. На конкурс, на фестиваль было представлено 55 работ по разным номинациям. Всего было 248 участников из 30 детских садов. Большое спасибо всем. Следующее, на что бы хотелось обратить внимание, творческий проект прошел у нас, перелистни, пожалуйста, марафон «Коми, язык и дети». Республиканский педагогический марафон. Он был посвящен, это не конкурс, это такая площадка для демонстрации педагогического опыта. Приняли участие 33 педагога. Также было предложено представить свои работы в разных номинациях. Это реализация проекта этнокультурной направленности в практике работы детского сада, видеоролик «Коми, язык и дети», демонстрация педагогического процесса и детский сад и семья, а также была предложена номинация по организации методического объединения педагогов. В общем-то, конечно, работ не очень много, но в любом случае начало положено, и этот педагогический марафон, конечно, в будущем будет продолжен. Сейчас у нас готовится приказ по институту по педагогическому марафону. Опять же, будут подготовлены сертификаты каждому участнику, и в сертификате будет указано о том, что этот педагог продемонстрировал свой педагогический опыт вот в рамках вот этого мероприятия. И, конечно же, в будущем лучшие работы мы будем выставлять на портале «Открытое образование», потому что мы от вас получили согласие на трансляцию ваших материалов. А также мы думаем сделать сборник из опыта работы лучших педагогических практик по этнокультурному образованию. Но это уже будет в будущем, в следующем году. И еще один проект у нас был. Сейчас, пожалуйста, мне включите план уже работы. Но еще один проект у нас был, который назывался «Кыджиолам Джолюк». «Как живешь, малыш?». Основная идея этого проекта, пока, да, план работы включи, и план сегодняшнего заседания пока. Основная задача этого проекта – это демонстрация работы детских садов, в которых педагогический процесс осуществляется на коми-языке. И вот у нас получились вот такие вот мультимедийные диски. Это 2 диска. На одном представлены материал Каркировского и Ускуломского районов, и на втором диске Ижемского, Сысольского и Удорского районов. Мы благодарим всех участников этого проекта. И, в общем-то, каждый участник, он получит вот эти вот материалы для того, чтобы смог познакомиться с работой своих коллег. Вот. Итак, в общем-то, я начала сегодня наше заседание с того, что нас больше всего порадовало в этом году.
Конечно, я думаю, что самым большим событием, мероприятием уходящего года это была конференция, которая была посвящена родным языкам в дошкольном образовании. И я знаю, что многие смотрели в онлайн-режиме. И хочу сказать о том, что эта конференция, конечно же, прошла на таком достаточно высоком уровне. Было более 100 участников. Нужно отметить, что среди участников с выступлениями, с докладами выступили 24 доктора и кандидата наук. Не каждая конференция может как бы похвастать вот таким достижением. Это показывает то, насколько высокий интерес к родному языку именно в дошкольном возрасте, потому что здесь достаточно много проблем. И по итогам конференции была сформирована резолюция с конкретными предложениями в адрес всех министерств, ведомств и общественных организаций, которые в какой-то мере имеют отношение к этой проблеме, родным языкам в дошкольном образовании, начиная с Государственной Думы и заканчивая общественными организациями национальной направленности. И, в общем-то, я думаю, что все-таки вот эти вот предложения, которые сформулированы очень конкретно, позволят изменить каким-то образом ситуацию, а именно обратить более пристальное внимание к этой проблеме, помочь как-то объединить педагогов не только регионально, но и по российскому уровню, на российском уровне, ну и, конечно же, выйти на создание специальной концепции по воспитанию, развитию двуязычных детей, потому что существующая сегодня наш документ «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования», он не предусматривает конкретные позиции вот в этом направлении. Итак, уважаемые коллеги, в общем-то, я сегодня начала свое выступление по пункту «Разное», потому что все-таки как бы хотелось подвести некоторые итоги, которые уже проведены, и, может быть, возникнут какие-то вопросы, вы сможете задать в чате, а мы ответим. Итак, какой план сегодняшнего нашего заседания? О чем бы мы хотели поговорить? Во-первых, нам нужно с вами обсудить план работы нашего республиканского методического объединения на 2020-2021 учебный год. Нам нужно утвердить этот план, то есть вы должны каким-то образом отреагировать в чате, насколько вы согласны именно с таким планом. Или же предложить какие-то пункты, которые нужно включить дополнительно. У меня еще есть такое предложение, что, возможно, есть необходимость перед каждым методическим объединением в течение недели нам собирать конкретные вопросы от педагогов и затем уже отводить какое-то время во время наших заседаний на ответы на эти вопросы. Сегодняшнее заседание я буду проводить одна. Помогает мне Ирина Александровна Симкина, методист нашей лаборатории. Вот. Ну а на следующих заседаниях, конечно, мы будем уже приглашать наших коллег. Итак, далее второй вопрос. Это хотелось бы познакомить с новыми изданиями, которые вышли в 2020 году. И еще хотелось бы обсудить некоторые моменты по подготовке к республиканскому празднику Чолом-Джолюкьяс. Вот такая повестка сегодняшнего дня. Так, какие у нас есть вопросы по чату? Подключились?
29 участников. Ну вот, Ирина Александровна мне сказала, что 29 участников у нас подключились, и, в общем-то, это хорошо. Я думаю, что многие подключились как бы под одним именем, а на самом деле, может быть, вы сидите группами, и, в общем-то, это нормально. Вот. Или же вы сможете передать затем информацию уже своим коллегам. Итак, план работы нашего методического объединения. Второе заседание мы планируем провести в январе 2021 года. И, в общем-то, хочу сразу сказать, что план нашего методического объединения на этот учебный год, он посвящен ознакомлению с деятельностью наших республиканских инновационных площадок. Это опорно-методические площадки, которые работают в разных районах республики и имеют разную тему. И вот в январе хотелось бы познакомиться с результатами работы опорно-методической площадки, которая работает на базе детского сада села Лызым Сыктывдинского района. Тема этой площадки – формирование этнокультурной личности ребенка средствами коми-изобразительного искусства в условиях сельского детского сада. Эта опорно-методическая площадка в этом году завершает свою деятельность. У них очень интересные наработки, которые, я думаю, что можно будет внедрить в работу детских садов в Республике Коми. С этими результатами можно будет познакомиться, ну а в дальнейшем, я думаю, что мы сможем каким-то образом их распространить по всей республике. Я пока, как выступающую, записала Марину Владимировну Рудецкую, заведующую детским садом, но я думаю, что, может быть, подключатся и воспитатели этого детского сада. Это уже в рабочем порядке. И на этом же заседании мы будем говорить о реализации республиканского проекта «Школа игропедагогики Джолюк Малышов». Я хочу сразу же сказать о том, что мы получили грант Министерства экономического развития на реализацию этого проекта. И в рамках этого проекта нам нужно провести 2 школы игропедагогики Джолюк Малышов. Вот в этом году у нас не получилось это сделать, но на следующий год, в 2021 году, мы сможем провести, наверное, весеннюю и летнюю школы. Вот об этом мы будем говорить уже более конкретно, ближе к этим мероприятиям, где они будут проводиться, каким образом мы будем отбирать участников этой школы. Но в любом случае, конечно же, будем отбирать наиболее активных наших педагогов. И, в общем-то, у меня есть такая идея, возможно, мы будем как раз вот предлагать поучаствовать в нашей школе именно участников наших проектов, таких как «Кыджиолан Джолюк», «Коми язык и дети», «Шуда Челяйдыр», «Коми черный пыр», потому что эти педагоги, они уже себя проявляют как энтузиасты, как активисты и те, которые хотели бы, чтобы этнокультурное образование в республике Коми, обучение коми-языку, оно было более эффективным и более интересным, скажем так. Следующее заседание мы планируем, ну и разное, это буквально на каждом заседании, потому что всегда есть какие-то объявления или какая-то информация. Но я хочу сказать о том, что мы можем расширять повестку наших заседаний, если у вас будут какие-то предложения. 3-е заседание мы будем проводить в марте. Это заседание мы посвятим знакомству с деятельностью республиканской опорно-методической площадки, которая работает на базе детского сада 83 города Сыктывкара. Тема этой площадки – использование современных педагогических технологий в обучении детей дошкольного возраста коми-языку в условиях городской русскоязычной среды.
опять же, выступающими предложены директор детского сада Галина Николаевна и старший воспитатель Ирина Леонидовна. И на этом же заседании мы предоставим слово, выше подними, пожалуйста, на этом же заседании мы предоставим слово нашим коллегам из детского сада села Ижма, где реализуется программа опорно-методической площадки по использованию культуры коми-ижемцев в этнокультурном образовании детей дошкольного возраста. Надеюсь, что Наталья Валерьяновна Чупрова, заведующая детским садом, и Анна Александровна Канева нас порадуют своими успехами, результатами, которые они смогли добиться за первый год работы этой площадки на их базе. И четвертое заседание, обычно оно у нас уже проводится в конце учебного года, это будет в июне, и мы обычно проводим эту площадку, соединяя с летней школой, но в любом случае, возможно, это будет дистанционное такое вот проведение. На этом заседании мы предполагаем продемонстрировать лучшие практики педагогов, реализующих дошкольно-образовательные программы этнокультурной направленности. В общем-то, Республиканское методическое объединение является такой площадкой, где можно познакомиться с интересным опытом работы. Поэтому хотелось бы, чтобы активисты и, скажем так, члены советов на уровне районов и городов, которые курируют этнокультурное образование, приглашали всех педагогов, которые занимаются этой работой, и чтобы, в общем-то, наши ряды ширились, чтобы количество участников, конечно же, соответствовало именно тому количеству педагогов, которые работают в этом направлении. А на сегодняшний день таких педагогов, в общем-то, более 600, которые реализуют программы по коми-языку, реализуют программы этнокультурной направленности, а может быть даже и около 1000, потому что еще очень трудно подвести какие-то итоги, насколько расширилось количество детских садов и педагогов по результатам АРИСМы этого года. Но, в общем-то, мы такой учет проводим. Итак, уважаемые коллеги, я вас познакомила. И на четвертом заседании мы, как всегда, подводим итоги деятельности нашего методического объединения и обсуждаем основные направления на следующий год. Итак, уважаемые коллеги, какие у вас будут вопросы, предложения, все ли понятно? Принимаем ли мы этот план? Кто за? Напишите, пожалуйста, в чате, если есть такая возможность. Гижей, пожалуйста. Тая план вас нас, либо мы как Усяна Движна, мы косоптаны. Принимаем. Мы за. За, все понятно. За. За, принимаем. Но, за либо. Так. По повестке дня у нас второй вопрос – это знакомство с новыми программами и пособиями по этнокультурному образованию, которые были изданы. Итак, уважаемые коллеги, в этом году к 25-летию лаборатории были изданы программы, которые, конечно же, всеми ожидаемы.
Это программа «Дёлюк» для коми детских садов. Зависла. Ты лучше тогда либо тут, да, Миколя. Облажкаса. Это программа для коми детских садов. Она создана по стандарту, в соответствии со стандартом дошкольного образования, предполагает распределение материалов по всем образовательным областям, включая разные виды деятельности. И, в общем-то, вы видите, насколько она объемная сама эта по себе программа. Но самым ценным, конечно, здесь является то, что предложено тематическое планирование. То есть та программа позже шуном и ще там буде пилесуч, коли школа пиртне коміді цар'яса. И та едер дуже мяловис, авторской коллективле, код я стая слышедлесне, держи уна тормян было боштама, сые джолю кучтас мимян было воджинджик, но и уна раздел лоисоттама. Пырык чисмян авторской коллектива Ирина Александровна Симкина и лыдедлыныка шам става авторсе, то найт янлы выданлы тыцаш. Остапова Зоя Васильевна, Морозова Надежда Николаевна, Муравьева Вера Александровна, Рудецкая Марина Владимировна и Симкина Ирина Александровна. Та и авторской, с чем уч ловзвучема. Гагарвана мы быт книга мыйнин миян даштама комик вылы сиелышала та и программа услы. Свыснамой быт книга, аж быт методическое пособие, что верман коршная кучомка материал, куда отстала стянла, который начинает кадучиться. Ну а вот же вылы тиян корем щерти, тиян возьем щерти, ми верман нуадны, кар район ясен гагурамы, та район же кащик садится, я слышала, семинар яс, либо консультация яс. Кодлен кучам ловас возьем щерти. Вот. Мекася виштавна мы бараже зив, зачем уджи двермаман, лоис сотая программа с детям республики Коми. Парциальная образовательная программа, коды слышат дома и комиковья, и рочковья детсад, если. Гагарвана программа «Салуща доморочка вылын». Вся программа написана на русском языке, однако дается словарь на коми-языке, который нужно использовать коми-язычными воспитателями. Вы, пожалуйста, не путайте, дорогие педагоги, что... Может, сейчас на полный экран. Это на полный экран мы сейчас демонстрируем или не на полный? Да? Что эта программа, она рассчитана на как бы все детские сады, но вы встретите коми слова. И чтобы они вас не смущали, это не означает, что вы русских детей должны учить этим коми словам. Эти коми-слова, они даются в помощь воспитателям, которые ведут работу на коми-языке. Опять же, мы предлагаем вам проведение семинаров и консультаций по реализации этой программы. Авторский коллектив этой программы состоит из нескольких человек. Это Остапова Зоя Васильевна, Рудецкая Марина Владимировна, Набиулина Ирина Николаевна и Чудова Татьяна Ивановна. Кстати, хочу сказать и, в общем, с радостью сообщить о том, что Чудова Татьяна Ивановна защитила докторскую диссертацию. Она доктор исторических наук, и она является соавтором этой программы. Но любая программа, она, конечно же, сильна своим методическим сопровождением. И хочу продемонстрировать, что уже есть на сегодняшний день.
Это рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь для проверки знаний по программе. Диск, мультимедийный диск, где по всем темам, предложенным в программе, дается очень богатый материал. И, в общем-то, воспитателям уже, наверное, легче будет готовиться к занятиям, если такой мультимедийный диск у вас будет под рукой. И сейчас у нас идет работа над тем, чтобы издать вот эту вот книгу в помощь воспитателю, в помощь педагогу. Уже обложка споживежна. Или обложка со стыда. Также название, как и у программы «Детям Республики Коми», но это будет книга для педагога, в помощь педагогу. В общем-то, эта книга, она с цветными такими фотографиями. Все эти фотографии в достаточно хорошем формате, они даны в диске. То есть вы все можете, используя ваши мультимедийные установки, все это показывать. А здесь уже в помощь воспитателю, чтобы она видела и знала, что из себя, что представляет. И, в общем-то, у каждом предмете дан текст. И вот здесь, вот в этой книге, тексты даны на русском и на коми-языках. Помощь педагогу, который проводит занятия, и чтобы он уже не выбирал нужные слова, чтобы он уже знал, о чем нужно сказать детям, какими формулировками. То есть по каждой теме в этой книге даются как бы разработки ваших монологов, ваших рассказов. То есть не даются конкретные конспекты занятий. Некоторые конспекты занятий даны в программе. А здесь даются небольшие рассказы, которые вы можете использовать во время проведения занятий. Понятно это. И вот эти вот тексты, они даны на коми и на русском языках, чтобы звучала красивая речь на литературном коми-языке. Конечно, если диалектные слова вы будете использовать во время занятий, это никаким образом не будет преступлением, потому что все-таки до 1 класса мы еще можем использовать диалектные формы, но, конечно, уже надо потихонечку переходить на занятиях во время вашей образовательной деятельности к литературному языку. В повседневной жизни язык, конечно, мы сохраняем в такой вот первозданном виде, который характерен для вашей местности. Вот. Так что вот такой вот комплект у нас получился из 4 составляющих: программа, книга для педагога, рабочая тетрадь и диск. Вот эту вот книгу для педагога мы должны сейчас тиражировать. Я хочу сказать, что вот эта вот рабочая тетрадь, она была издана при финансовой поддержке Министерства национальной политики, но в ограниченном количестве. И, в общем-то, только одна рабочая тетрадь на детский сад, он может быть, но дополнительный тираж мы делали, и можно приобрести, вот так же, как и этот диск. То есть за всеми вопросами обращаться в нашу лабораторию. Так, ну а программа, я хочу еще рассказать, программа, она была издана Министерством образования Республики Коми по заявкам из управления образования городов и районов. Именно какое было заявлено количество, как необходимое для получения, именно такое количество было направлено в управление образования районов. Поэтому, уважаемые педагоги, эти программы, программу ДЕЛЮ и программу «Детям Республики Коми» вы можете попросить в управление образования вашего района или города.
они составляли необходимую заявку, скажем так. По тому количеству это все было издано. Никаких вопросов нету? Мы, Жан. Так, Никушем Юалами Асабу, Йорки, Ставас Легором. Наталья Нестерова интересуется. Трансляция будет очень лучших практик? Лучших практик коми язык и дети? Ну вот я вот и сказала о том, что трансляция лучших практик, мы будем, как бы лучшие, интересные, самые интересные проекты будут выставлены на портале «Открытое образование». Вот. А видеоролики мы, конечно, можем продемонстрировать в социальной сети ВКонтакте, для того, чтобы все видели. Вот таким вот образом можно поступить. Но еще мы сейчас направили письма всем тем, которые направили нам видеоролики, чтобы они нам направили тексты к этим видеороликам, как бы с описанием своего опыта работы, чтобы у нас был текстовый материал, который мы могли бы включить затем в сборник лучших практик по этнокультурному образованию. Издание вот такой книги у нас запланировано в рамках проекта «Школа игропедагогики Джолюк-Малышок». И вот в следующем году, я думаю, что вот такая книга вам в помощь будет. Я думаю, это будет уже интересное вам подспорье в работе. Что еще? Это Филиппа Ладжа. Большое спасибо. Книги получили с управления образования. Уже работаем. Очень хорошая литература. Спасибо. Так, и еще одну книгу я хочу вам продемонстрировать. Это, конечно, очень тяжелая книга, такой вот труд. Это, можно сказать, что моя уже авторская работа за многие годы, а почему-то без авторства, обложка, да? А почему этого нету? Эта книга называется «Джолюкясис Буттан Севмадан Лунпас». Роченко «Календарь воспитания и развития детей». Я сама являюсь автором этой книги. В общем-то, это многолетний труд. Само название говорит за то содержание, которое в этой книге представлено. Начиная с 1 сентября и заканчивая 31 августа, на каждый день предложены разные виды работы с детьми. Это и игры разного вида, и хороводные, и подвижные, и речевые игры, дидактические обучающие игры. В то же время здесь предложены темы для бесед по нравственному воспитанию, о природе, даны стихотворения, рассказы и обязательно даны вопросы для обсуждения. Представлена большая работа по развитию речи, начиная с формирования звуков, формирования словаря, грамматически правильной речи, и затем уже мы переходим к развитию связанной речи. В общем-то, вот такой вот большой труд, который позволит воспитателю коми детского сада и вообще воспитателю, который работает с детьми на коми языке, не только коми детского сада, но и некоторые воспитатели используют много разных материалов и игр для того, чтобы расширять знания детей. Вот он позволит организовать работу. Также здесь включены некоторые, скажем так, диалоги Кикурулю и Ваткыль.
знакомых для вас уже персонажей. Также как бы эти диалоги, они позволяют создать вот такую коммуникативную ситуацию в работе с детьми и так далее. Вот такой вот большой том работы с детьми. Я думаю, что вот после этой книги уже ни один воспитатель не должен говорить о том, что мало материала для работы с детьми на каком языке, если на каждый день представлено примерное содержание. Понятно, что этой книгой каждый может воспользоваться по-разному. Это не обязательно, что вы именно будете этого календаря, скажем так, придерживаться. Понятно, что вы выберете именно то, что подходит вашим детям. Но то, что тут, в общем-то, соблюдается вот такой вот принцип сезонности, принцип календарных дней, вот это очень важно. То есть предлагается к наиболее таким нашим важным праздникам, которые мы отмечаем в детском саду, тот тематический и художественный материал и познавательный материал, которые вы можете использовать в работе с детьми. С вопросами по приобретению этой книги нужно обращаться в нашу лабораторию, потому что это уже наша личная инициатива по изданию этой книги, и она, конечно, распределяться в детские сады не будет. Какие есть вопросы по этому? Мария Ивановна Батманова спрашивает, как нам заказать данную литературу? Скорее всего, имеет в виду программу. Со всеми вопросами мы просим обращаться к нам в лабораторию. Напиши, пожалуйста, в чате телефон, по которому можно обратиться. Так, а эту книгу через лабораторию только. Так, Наталья Нестерова спрашивает, опыт каких детских садов лег в эту книгу? В эту книгу, в общем-то, здесь материал, который я лично сама собирала в течение всей своей профессиональной деятельности. Конечно, вошли некоторые интересные игры и, скажем так, художественный материал, который я использовала из опыта работы. Они все имеют свое авторство. Если же автора нет, то просто написано, что автор неизвестен. Это вот в одном или в двух случаях. В основном, конечно, это мой авторский материал, который я собирала в течение всей своей профессиональной деятельности. Но хочу сказать, что действительно педагоги Усть-Куломского района со своими материалами, они вошли там, наверное, где-то 3 или 4 вот таких примера я могу привести. Частушки, там и одна игра, и так далее. В общем-то, все авторы, они отмечены. Ну и, конечно, использован художественный материал наших писателей, но, опять же, по каждому произведению даются вопросы для обсуждения, для создания коммуникативных ситуаций. Поэтому, в общем-то, на протяжении работы нашей лаборатории в течение 25 лет у нас выходило уже достаточно много литературы, в которой, скажем так, в которой разработан был практический материал. И для того, чтобы, в общем-то, педагогу показать вот весь этот всю нашу коллекцию интересных приемов, это вот предложено вот в этой книге. Кстати, Наталья Николаевна Нестерова, я думаю, что она имела возможность познакомиться с этой книгой. Я подарила эти книги на юбилей лаборатории в те детские сады, в которых реализуется технология языкового погружения. Именно вот тем энтузиастам дела, которые много работы вкладывают именно в процесс обучения ком-языку как родному. Ну и в будущем, конечно, я думаю, в качестве подарка какие-то детские сады также будут эту книгу получать. Но в любом случае, с вопросами о приобретении этой книги
обращаться к нам в лабораторию. Тираж ограниченный, всего 400 штук. Издание дорогое. Наталья Нестерова пишет, понятно, у нас заказали пока 10 штук. Ну, хорошо. Так, уважаемые коллеги, Ирина Александровна сейчас напишет телефон, по которому можно обращаться в нашу лабораторию. Ну и переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос – это организация праздника Чолом Джолюкьяс. Так, да? Организация праздника Чолом Джолюкьяс. Этот праздник у нас традиционный, он проводится ежегодно, и мы, несмотря на такую сложную ситуацию, не можем отказаться от этой традиции. И, в общем-то, хотели бы, чтобы этот праздник, он действительно был таким вот республиканским, чтобы мы благодаря этому празднику смогли увидеть таланты, скажем так, какие-то творческие моменты всех педагогов из всех уголков нашей республики. Вы знаете прекрасно о том, что праздник проводится на коми-языке. Я как-то перешла на русский язык, или перейти на коми, или буду говорить уже по-русски. Кучам кывылы черный на закута, гашка годка куда шума, мыла за весельно черный торочен. Рочен или коммент черный. Праздник проводится у нас уже с 1999 года. Первый праздник прошел у нас в селе Кожмудар Усть-Вымского района. И, в общем-то, действительно, он позволил собрать вокруг себя много активистов и общественников, и писателей, и творческую интеллигенцию района и республики. И, в общем-то, хотелось бы, чтобы вот такое настроение праздника, оно оставалось и в будущем, скажем так. В этом году мы предлагаем провести праздник под девизом «Микоми муонолам, мивиджам комик». Участниками праздника являются дети дошкольного возраста. Языком праздника является коми, то есть звучание только лишь коми языка должно быть. Ведущие праздника у нас неизменны, это персонажи детской телевизионной передачи Кикурулю и Шевктуг. И в скором времени Кикурулю и Шевктуг мы уже разместим небольшой ролик, который вы можете затем использовать в работе с детьми, что они ждут детей на праздник, витчищены, окота пырочкосьяны, этлаангажечины. И сиджвочи. В общем, такой вот мотивационный ролик будет предложен. В общем-то, это информационное письмо, оно прикреплено уже у нас на сайте Джолюк Малышок. Вы уже все познакомились, но я просто лишь как бы хочу прокомментировать. Итак, сценарный ход праздника. Просто вчера уже опять были звонки из районов и вот уточняли. Каким образом мы будем выстраивать сценарный ход праздника? В общем-то, мы предполагаем, что это будет путешествие по республике Коми. И дети-участники праздника, они сами рассказывают о том месте, где они живут, и чем славится это их место. Я очень хорошо знаю, что, в общем-то, у нас достаточно богата наша культура поэтического слова, песенного творчества. И у нас, мне кажется, в каждом населенном пункте уже даже и сами педагоги в детских садах, они создают вот такие небольшие стихотворения, такие композиции, в которых рассказывается о их селе, или районе, или городе. Ну, конечно же, это праздник.
это не познавательное занятие, и поэтому хотелось бы, чтобы все это выглядело более-менее красочно и игриво, скажем так. То есть не обязательно должна быть создана такая праздничная атмосфера, обязательно должно быть написано название праздника «Чолам Джолюкьяс», чтобы, включая экран, мы уже сразу как бы оказывались вот в этой атмосфере праздника. Вот. Конечно, здесь вы тоже можете проявить свою креативность, свою какую-то находчивость, как это все будет, как это вы будете, скажем так, оформлять. Возможно, у кого-то будет карта, возможно, у кого-то будет еще какие-то рисунки и так далее. В любом случае можно будет в таком вот формате, компьютерном варианте продемонстрировать особенности места проживания детей. Так. Ну и вот здесь мы обязательно указываем, что для того, чтобы мы могли соединить одно выступление с другим, обязательно нам нужно, чтобы было обращение к нашим персонажам и приветствие по названию праздника, потому что как бы каждый выступающий в этом празднике, он обращается ко всем детям республики. Чолам Джолюкьяс, Чолам Кикурулю, Чолам Ваткыль, Миолам, и рассказывают, где они живут. Вот хочу немного отвлечься и сказать, в общем, уважаемые педагоги, вот очень бы хотелось, чтобы, в общем-то, вы поняли основную идею вот всех наших вот таких акций, праздников, фестивалей, которые мы предлагаем вам для проведения, для участия, чтобы вы поняли, что самая главная задача для лаборатории – это создание вот такого коммуникационного пространства. Это создание возможности детям продемонстрировать свое умение говорить на языке. И поэтому во время праздника можно, конечно же, выйти на то, чтобы ребенок хотя бы несколькими предложениями мог рассказать, где он живет и чем славится или село, или город именно на каком языке. Такой вот небольшой рассказ тоже будет очень интересно. Но самое главное, чтобы не получилось, что вы вот через репетиции, через вот такую вот гонку детей мы скомкали вот нашу основную идею. Основная идея – это активизация речи детей на каком языке, чтобы было детям интересно участвовать. Пусть вот это вот ваши смятения, скажем так, волнения, они у вас останутся, а для детей это должен быть праздник. И самое главное – мотивация. Моему нам гажечины кикурулюка даваткалька, на имена святищины, а мы позже петкадлины. То есть это целый комплекс таких вот занятий с детьми. Обсуждать, что мы можем продемонстрировать. Мы петкадлам, куджевишталам, и еще несовмадан занятия, и музыка занятия, и познавательные занятия, тут маланед мыжик позже виштаны. Это вот дальше мы свели вот таким комплексный уже. Вот метело просто считаем вот зачем кушамка сейчас на маячок, да, кушамка вот зачем интересная идея, мы юла ты верманед ашина дучта, код тиан план чертит, зем лучше кануэтны. Но бедом челядисла вермес им вылы пожанлом, та есть петкадлины вот кучамка мероприятия пыр. И вот праздник Дурьис, вот ты петкадланы ашина черядирлыш таланца. Гагурваната и лябу. Не кушам юалам я сабу. Гагурваната. Через номер показать о себе. Ой. Да, через номер показать о селе. Но вермасловы не сам номер, вермасловна композиция. И вся композиция остян пырас. И кывбур, и неуджедвишт, и щуланков,
Чиланков Дурис, Вермасна Йокта на Челяде, то есть я луасшем интересной комплексной композиция шапс. Музыкальная, литературно-музыкальная композиция. Но как чертись должен лоне 0 минутыш не дырджик. И ну что, мы вот видим положение, праздник слонем положение, Криро сайт вылен, и миан группа Джолюк Малышока, Миоша там вместе там став документ, мы не дашь там праздник чертис, и с миан положение замечал Дянет, и Гагарванет, мы эти детсад, верно, мучат петкадланы самоноти, петкачамоти выступления. То мян мукадрис вот у чертиска видно эти детсады зевона полосуч. Вот эти выступления самотая праздник дурис. В основном медымечкан унжик детсад вернос на пырачи. Гагарвана тай. Так, ну что, мы планируем там вот 6 декабря, чукортный став материалсе, и заводит 7 декабря, тай праздник с это Джолюк Малышок группа, то есть 7 декабря мян праздник из заводит час. Да? Итак, до 6 декабря мы собираем видеоматериалы. Понятно, что мы будем именно по степени того, кто, по какой очередности мы будем получать материалы, они так и будут выходить 7 декабря. Вот. И мы уже как бы начинаем наш праздник. Вы сможете вместе с детьми эти все праздничные, скажем так, смотреть видеоролики. Но затем мы хотим сделать еще и телевизионную версию нашей передачи, нашего праздника в телепередаче «Чолом Джолюк». Но для того, чтобы ваши видеоролики попали в телевизионную версию, режиссер программы Марина Кущуткомова очень подробно расписала требования к этим видеороликам. Эти требования, они также представлены в нашей группе «Джолюк Малышок». На сайте Криро этих требований нет, потому что формат сайта он не предполагает вот такие материалы. Но в группе Джолюк Малышок эти требования представлены. И если вы хотите, чтобы ваши дети, они были участниками телепередачи, то просим вот эти вот требования учесть. Какие требования? Ну, я просто перечислю, чтобы вы немножечко задумались. Во-первых, выбрать место съемки. Нельзя снимать против света. Затем нужно выбрать хороший фон. Смотреть сразу же, чтобы не попадались никакие предметы. Там мы иногда и не, как будто бы не думаем, что ничего не попадет, а на самом деле то там дверь приоткрыта и чья-то голова торчит, кто там сумка на стуле, то еще что-то там лежит, валяется, чтобы это было чисто такой праздничный фон, который предусматривает тематику нашего праздника. Чолом Джолюк. И там уже вы можете использовать любые декорации, которые подходят вот под наш праздник. Но праздничная атмосфера, она должна быть обязательно. Затем, ну вот здесь вот, как нужно ставить ребенка, как нужно снимать. Вот, кстати, о том, как снимать. Хотелось бы, чтобы вы обратились к родителям. Может быть, можно обратиться в Дом культуры, где есть профессионалы, которые могут снять ваш видеоролик.
В общем, обращайтесь к вашим социальным партнерам. Вот это именно то дело, когда вы можете сделать вот это вот каким-то общим делом. Потому что вы демонстрируете свой детский сад, вы демонстрируете свое село, свой район, а это очень важно. Очень бы, конечно, хотелось, чтобы и наши северные города подключились, и Воркута, и Печора, и Инта. Все детские сады, в которых работа ведется на коми-языке. Затем, конечно, по монтажу, как нужно монтировать. Кто-то умеет, кто-то не умеет. Если вы не умеете монтировать, тогда снимайте одним, скажем так, чистым кадром. Ну, в смысле, от начала до конца. То есть хорошо отрепетировав, чтобы не было остановок никаких. Вот. Ну и, конечно же, обязательно, чтобы было хорошее настроение, чтобы был такой праздничный тонус, чтобы были красивые костюмы. Если есть необходимость присутствия взрослых, во время выступления детей, то это тоже не возбраняется, потому что мы, когда проводим праздники на сцене, мы также как бы взрослые присутствуют, но только по минимуму, потому что все-таки вы в своем... Сцена – это чужое место, пространство, а тут вы снимаете в детском саду, и, конечно, хорошо было бы, чтобы только дети присутствовали. Но если уже необходимость есть, то уж как уже сами решите. Есть нет вопросы по празднику? Да, еще хочу сказать о том, что, конечно, праздник, он есть праздник, и хотя он проводится дистанционно, но каждый детский сад получит подарок. Мы, конечно, не можем ручаться, что каждый ребенок получит подарок, потому что, учитывая большое количество, ну, в смысле, в дистанционном формате это будет уже, может быть, будет очень много детей, но в любом случае каждому детскому саду, как участнику праздника, мы подготовим благодарственные письма за участие, мы подготовим подарки детскому саду, ну, возможно, и какие-то детские будут, скажем так, для работы с детьми тоже. Потому что этот праздник у нас проводится при финансовой поддержке Министерства национальной политики Республики Коми. И, в общем-то, мы за это, скажем так, будем отвечать уже. Какие есть вопросы? Все понятно. Ну, в общем-то, вам в помощь все документы, все материалы. Если что непонятно, вы можете писать и ВКонтакте лично мне, в мою почту, уже не на мой адрес, или же звоните. Даже писать, может быть, даже бывает иногда удобнее. Вот. Ну что ж, хорошо. И, уважаемые коллеги, еще вот я немножечко хотела сказать о проекте «Школа игропедагогики Джолик-Малышок», который мы, в общем-то, начали реализовывать уже, можно сказать, что потому что вот этот вот фестиваль, он проводится как раз в рамках этого проекта «Школа игропедагогики Джолик-Малышок». Вот. Марафон «Коми-язык и дети», он также проводится в рамках этого проекта, поэтому мы сможем каким-то образом транслировать этот материал. И, в общем-то, изначально мы планировали, что выйдет ДИС, книга со всеми материалами по марафону. Возможно, мы какие-то материалы возьмем интересные из этого проекта «Кыджолан-Джолю», потому что я думаю, что чем больше материалов для работы, на что можно опереться, тем лучше для педагогов. Конечно, все будет, мы постараемся отредактировать, чтобы в таком вот было в книжном варианте.
Вот. И, возможно, вот те видеоролики, которые предложены, мы сможем также сделать на диске и прикрепить к книге. Если вот вы думаете, что это нужно, как вот вы считаете? Как вы считаете? Вот такой вариант, который вот я сейчас предложила, он приемлем или же достаточно разместить на портале «Открытое образование»? Так, ну хорошо, никаких нету. И еще, вот я хотела бы тоже сказать о том, что в рамках проекта «Школа игропедагогики Джолюк Малышок» у нас предусмотрено проведение семинаров в сельских районах. И вот в этом проекте у нас определены такие районы, сразу хочу сказать. Это Ударский район, Усть-Куломский район и Ижевский район. Именно вот в эти районы у нас, в этих районах будут организованы семинары по нашему проекту. Но опять же, это мы планируем уже в следующем году, когда вот будет возможность, ну или же каким-то образом мы найдем какую-то возможность семинары провести, желательно, конечно, приехав в этот район. Очень мы рады за Косланский детский сад, то, что вот они смогли получить грант для создания центра этнокультурного образования на базе детского сада. И очень бы хотелось познакомиться с опытом работы этого центра. И, в общем-то, в этом детском саду, а это детский сад, он один из первых, начал работу с использованием технологии языкового погружения. И наработано очень много интересных материалов игровых. И с успехом педагоги этого детского сада продемонстрировали свой опыт на конференции всероссийской по родным языкам дошкольного образования. Большое спасибо им за это. Ну и хотелось бы воочию это посмотреть, познакомиться с опытом работы на месте. Ну и, конечно же, как бы на семинаре мы будем рассматривать еще и как бы те вопросы, которые являются проблемными для педагогов. Обязательно мы в свою группу привлекаем, скажем так, при подготовке к семинару, привлекаем практиков, которые могут провести мастер-классы с педагогами этого района. То есть если мы выезжаем в район, то этот семинар, он проводится для педагогов всего района. И мы уже, скажем так, стараемся собрать как можно больше педагогов, которые заинтересованы именно в методике, в технологиях обучения коми-языку как родному. А Ударский район и Кослан, Усогорск, вот в последнее время они радуют, конечно, тем, что в школах именно с 1 класса начинают реализовывать программы по коми-языку как родному. И вот это очень хорошо. Ну и, конечно, в Усть-Куломском районе также у нас работает детский сад «Голубок» Гулюпи, Ольга Ревакатовна Кравченко, заведующая. Опять же, очень рада, что они продолжают свою работу по использованию технологий языкового погружения. Вот, приехав в Усть-Куломский район, мы бы хотели посмотреть, какие результаты достигнуты и как эта работа распространяется по другим детским садам района. Ну, а в Ижемском районе я уже говорила о том, что начала работу опорно-методическая площадка по сохранению культуры языка ижеватас. Это действительно такая уникальная культура. И вы знаете о том, что коми-ижемцы, они живут у нас далеко за пределами Республики Коми и даже по всему миру. Вот у нас вот была такая даже идея собрать коми-ижемцев
которые живут во всем мире, чтобы они все-таки, приехав в Ижму, в исконно историческую свою родину, смогли порадоваться тому, что коми-ижватас диалект живет в детях, что культура сохраняется. И, в общем-то, я думаю, что вот весь тот накопленный материал, весь тот опыт работы, который будет наработан в рамках деятельности опорно-методической площадки на базе детского сада номер 2 села Ижма, он, конечно, послужит как раз вот основой вот для такого общения. Ну и если вот вы зайдете в нашу группу ВКонтакте «Джолюк Малышок», то вы увидите вот прикрепленную новость о том, что за пределами республики Коми сохраняется коми-ижемский диалект. И, в общем-то, те творческие идеи, творческие проекты, которые мы несколько лет уже, на протяжении многих лет реализуем, они вот нашли отражение вот в других регионах. И даже наши, скажем так, вот Джолюк, знак используется в их работе. Поэтому я считаю, что вот это уже как бы такое распространение опыта нашей общей работы по всей России. Всем большое спасибо. Итак, в общем-то, я высказала всю информацию. В общем, сегодня заседание, оно такое было организационное. Уважаемые коллеги, я еще раз обращаюсь к вам с просьбой, что если у вас есть какие-то вопросы по организации работы, по обучению коми-языку, по этнокультурному образованию дошкольников, я вас прошу обращаться к нам в лабораторию с вопросами, с просьбой провести консультацию, с просьбой провести семинар и так далее. В общем-то, мы открыты для общения и для общей нашей работы. Ну а затем нам еще нужно, конечно, обсудить, вот какой теме мы посвятим наши семинары в районах. Это и в Ударском, и в Усть-Куломском, и в Ижемском. То есть какие вопросы обязательно надо обсудить, это мы уже в рабочем порядке будем обсуждать. Ну и по нашим школам. То есть, опять же, хочу повторить, что в 2021 году мы школу проводить будем 2 раза. Я думаю, что это будет, может, весенняя и, может, будет летняя школа. Может, будет зимняя и летняя. Ну, посмотрим, как будет складываться ситуация. Хочу сказать, что одну школу хотелось бы провести в Сыктывкаре, потому что у нас есть много интересного, что можно было бы, с чем можно было бы познакомиться в Сыктывкаре. И как бы вот такую вот идею я вам предлагаю, как вы к этому относитесь. То есть одну школу мы проводим в Сыктывкаре, а вторую школу летнюю мы традиционно проводим уже на базе Финно-Угорского культурного центра в селе Рыб Сыктывдинского района. Так что высказывайте свое мнение. Кто-то есть? Сколько человек? Согласны с этим предложением или нет? Или же обе школы надо провести на базе этнокультурного парка? Вот это вот хотелось обсудить. Согласна. Хорошая идея. Согласна. Ну хорошо. Потому что действительно в Сыктывкаре можно много чего увидеть, посмотреть, но, в общем-то, условия организации школы, они остаются такими же, как и на базе Финно-Угорского культурного центра, парка. Ну что ж, уважаемые коллеги, спасибо вам за внимание. Став бурсе, куталача мы миан бура пройдета с праздникис, кора прыша мы ми кычка ога слоимой сразу выдан лыстаны став диплом да сертификат, миан того кежлы зывуна мероприятие от пырье ставыс чукармыс, но эна шокшей выданлы ставыс ло.
И если у кого-то будет какая-то проблема, кому-то не достанется, кодликого стырмы, кодликого зво, то и на полой миян дорешуетчин. И гижны таилыш. Почта комиссад сиджа уджале. И сече верманет гижначную длащивалу мясо. Став бурса, Антишитыч. Ирина Александровна Петкачевтачев. Ну ладно, став бурса, Антишитыч.